Республиканский совет профсоюза продолжает проведение семинаров-практикумов по оказанию информационно-методической помощи педагогам, желающим получить квалификационные категории по итогам проекта «Диалог с учителем». На базе гимназии номер 1 имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова состоялся семинар для педагогов-психологов на тему «Профессиональное выгорание». В рубрике «Профответ» профсоюзные юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Профсоюз проверяет работу кураторов. С деятельностью кураторов в городе Урус-Мартан и селении Мартанчу ознакомилась заместитель председателя Чеченского профсоюза образования. В день рождения Профсоюза образования России в рамках Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019» прошла встреча его участников с профсоюзными активистами. Тридцатый конкурс «Учитель года России» прошел в нашей республике. В нем участвовали педагоги из всех субъектов страны. Конкурс призван выявить и поддержать талантливых педагогов и повысить престиж профессии учителя в обществе. Профсоюз образования Чеченской Республики принял активное участие в организации конкурса. 27 сентября, в день рождения Профсоюза образования России, в рамках Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019» проходил День профсоюза. Вечером мероприятие продолжилось в актовом зале гимназии номер 14 города Грозный, где перед участниками конкурса выступили гости и не только. Вы нашли здесь друзей, вы действительно сплотились. И это здорово, это самое главное и самое важное, то, что мы получаем в конкурсе. Заведующая отделом по связям с общественностью аппарата Общероссийского профсоюза образования Елена Станиславовна далеко не в первый раз в Грозном. Она выразила благодарность за столь высокий уровень организации и поблагодарила коллектив Чеченского профсоюза образования. Потом в приватной беседе я постараюсь каждому рассказать, какое великое дело сделал Хизир Магомедович и его команда. Честное слово, это достойно огромной благодарности. Председатель Чеченской республиканской организации профсоюза Хизир Магомедович Герзелиев в целом ознакомил гостей с нынешней ситуацией в сфере образования региона. Мы очень серьезно занимаемся и конкретно занимаемся вопросами оказания помощи, содействия учителю в его материальном положении, особенно здоровьем. Мы делаем и будем делать все, чтобы наш учитель не только не был обделен вниманием, мы будем стараться делать все возможное, чтобы укрепить его дух, поднять его имидж и авторитет. Для команд участников конкурса был проведен интеллектуальный тимбилдинг с погружением в историю, тонкости профессии учителя и профсоюзного движения с вручением призов победителям. Психолог, работая в школе, неразрывно связан со всем учебным процессом, но школа – это большой социум, где психолог работает с детьми, родителями и педагогами. Психолог может разобраться в причинах агрессии, плохой учебы детей. Вот тут появляется связь с родителями, им просто необходим контакт с психологом. Кто, как не их родители, лучше знают своего ребенка, его поведение. Также, если ребенку необходима помощь другого специалиста, чем психолога в школе, тогда психолог может перенаправить, дать рекомендации. Работа психолога в школе очень сложна и многогранна. Помимо учеников, психолог должен работать и с педагогами. Им специалист нужен не меньше, чем ученикам. А для этого психолог, несомненно, должен обладать соответствующими навыками и постоянно совершенствоваться. На базе гимназии номер 1 имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова города Грозный состоялся семинар для педагогов-психологов на тему «Профессиональное выгорание». Тематика у нас такая, как справиться со стрессом в такой ситуации. И вы, как психологи, у себя в школах тоже, в принципе, можете проводить такого рода семинары. Если вдруг у вас есть кто-нибудь из вашего коллектива, желающий пройти аттестацию, то мы тоже должны сделать такое психологическое сопровождение, настроить его. Это тоже будет уместно проводить такую встречу или такие занятия в наших комнатах, которые открыты в ваших школах.
В семинаре приняли участие педагоги-психологи общеобразовательных учреждений, где открыты и действуют комнаты психологической разгрузки учителя. На данный момент в республике профсоюз образования открыл 12 комнат психологической разгрузки. В ходе семинара были рассмотрены такие вопросы, как эффективность работы комнат психологической разгрузки, оборудование комнат психологической разгрузки, важность и необходимость элементов набора комнат. Я просто мечтала, я уже планировала самой как-то соорудить этот сухой дождь, и какие-то такие вот штучки, как-то сама хотела. И вдруг мне заявляют, что нам подарили, пришел Рустам, я была в общем в восторге, потому что педагоги приходили, естественно, и до этого, и была трудность в том, что постоянно были дети у меня, и когда кабинет занят детьми, и приходит педагог, который у него есть окно, да, или вот какая-то проблемка появилась, хочется отдохнуть и высказаться. Психологи выступили с краткими отчетами о проводимой ими работе по вопросам снятия с учителя стрессовой ситуации и об использовании в этих целях комнаты релаксации. Весь восторг наших преподавателей просто не передать словами. Комната, оказывается, была очень нужна. Сказать, что нравится конкретно больше вот это или вот это нельзя. Кому-то больше нравится массажная накидка. Потому что они приходят, расслабляются, отдыхают. Кто-то любит рисовать. Также вот в этих столиках, он же еще и с подсветкой, разные цвета, там кто-то устал, желтый я ему подсвечиваю, там кто-то, как сказать, надоело работать, синий. Ну там плюс в том, что оно еще и с подсветкой. Мы поставили кресло с накидкой под него, включаем свет, и человек лежит, принимает массаж и дополнительно перебирает вот эти цветные волокна. Это получается двойной эффект. В практической части главный технический инспектор Рустам Мусаев провел мастер-класс, где на примерах показал, какие итоговые упражнения можно проводить для снятия стрессовой ситуации с учителя. Сегодня мы собрали 4 района города Грозного для проведения семинара практикума, который у вас написан в программе, озвучен. Оказание информационно-методической помощи при подготовке к аттестации педагогических работников в рамках исполнения акции «Диалог с учителем». Диалог с учителем приносит свои плоды. И именно по ее результатам Республиканский совет профсоюза продолжает проведение семинаров-практикумов по оказанию информационно-методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных учреждений республики, желающим получить квалификационные категории. Очень много было желаний, пожеланий учителей получить помощь методическую, практическую, оказание в процедуре подготовки к аттестации на первую высшую квалификационную категорию. В начале октября очередной семинар состоялся в Доме профсоюзов. В нем приняли участие учителя школ города Грозный. Семинар провели специалисты Рессовета. Первый заместитель председателя профсоюза образования Даутхан Герзелиев, который несколько лет работал в качестве ответственного секретаря комиссии при Министерстве образования и науки Чеченской Республики по проведению аттестации педагогических работников, ознакомил участников семинара с содержанием положения об аттестации. Подробно остановился на вопросах правильного оформления документов для подачи в аттестационную комиссию. Министерство образования и науки Чеченской Республики выпустило свой территориальный документ, называется «Положение об аттестации». Ну, это практически положение не может изменить федеральный порядок, но меняет процедуры аттестации. То есть каждый регион выбирает свою процедуру. На моей памяти достаточно много случаев было, очень отрицательный результат тестирования, но вообще никакой. Педагог приходил на аттестационную комиссию и удивлял нас своими знаниями. Мы как ты мог провалить тогда его? И все говорят, а вот того и тоже. Поэтому у вас шансы есть. Главный технический инспектор из Совета Рустам Мусаев провел тренинг «Как справиться со стрессом перед прохождением аттестации». Привел примеры того, как можно преодолеть нервные расстройства. Стресс сопровождается у нас чем? Большим выбросом адреналина в кровь, то есть сердце начинает ваше колотить. Вы понимаете, что вы потихоньку теряетесь, да, допустим, у вас теряете картинку, и все, что вы помните, все, что вы вызубрили, да, это все забывается. И для того, чтобы, как вообще моя лекция называется, да, как справиться со стрессом. И вот сейчас мы с вами будем разбирать.
Тест на время. Так, все, время пошло. Сделать несложно. Но вот это временное ограничение, которое было вам дано, и я периодически вам специально так, да, я как бы нагнетал обстановку, я вам напоминал. То есть это сковывало немного, да? То же самое и при сдаче аттестации. Перед участниками семинара выступила недавно получившая категорию учитель средней общеобразовательной школы номер 7 города Грозный. Она в подробностях рассказала, как сама готовилась к предстоящей аттестации, дала рекомендации, на что следует обратить внимание при подготовке и какие вопросы являются главными. Когда на носу аттестации, и вы мечетесь, зарабатывая баллы, в чем только не принимая участие ради высоких результатов, вполне знакома ситуация. Также, когда кто-то опомнился, когда уже петух, как говорится, плюнул, то теперь стало я умнее и хочу поделиться опытом, как сделать так, чтобы аттестация на первую высшую категорию пошла в удовольствие, а не вытянула из нас последние силы. Итак, вы уже заранее знаете, что рано или поздно нас ждет аттестация, но не особо усердствуйте, чтобы заработать хотя бы какие-то грамоты и дипломы за участие в конкурсе. Не делайте их лишь, которые приведут вас к легкой сдаче аттестации. Помощь педагогическим работникам, изъявившим желание получить квалификационную категорию, это часть вопросов, высказанных учителями в ходе диалога, по которым Риссовет предпринимает конкретные меры. Участникам семинара в помощь был роздан методический материал. Это не последний подобный семинар. Профсоюз всегда помогает своим подопечным и поддерживает их во всех начинаниях. Я учитель математики. Срок действия моей квалификационной категории истек в то время, когда я находилась в отпуске по уходу за ребенком. Когда я вышла на работу, моя заработная плата в итоге уменьшилась. Правомерно ли это? Да, это правомерно, так как срок действия квалификационной категории истекает через 5 лет, независимо от того, находились ли вы в отпуске или на больничном. Соответственно, окончание срока действия категории ведет к понижению должностного оклада и уменьшению заработной платы. Но педагогический работник может обратиться в аттестационную комиссию в любое время, в том числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, либо непосредственно после выхода из него. Чтобы сохранить уровень оплаты труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории, целесообразно обращаться в аттестационную комиссию заранее. Как правило, не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия имеющейся квалификационной категории. Родительский комитет нашей школы объявил о необходимости сбора средств с родителей для оснащения здания школы камерами видеонаблюдения, а также плата за охрану школы. Обязаны ли родители вносить такую плату? Нет, не обязаны. Закон не допускает принуждения родителей к внесению денежных средств со стороны администрации и работников образовательных учреждений, а также созданных при учреждениях органов самоуправления, в том числе родительских комитетов, в части принудительного привлечения родительских взносов и благотворительных средств. Родители не обязаны финансировать деятельность по охране зданий образовательных учреждений, материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса. Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет, вправе принять решение о внесении или сборе денежных средств только в отношении себя самих, то есть членов комитета, а не родителей всех детей, посещающих данное образовательное учреждение. Я являюсь уполномоченным по охране труда в образовательном учреждении. Как уполномоченный, я периодически провожу проверки. С наступлением холодов начался отопительный сезон. Скажите, пожалуйста, какие требования должны быть к температурному режиму в школе? В соответствии с требованиями СанПин в общеобразовательных организациях температура воздуха в кабинетах, лабораториях, актовом зале, столовой, библиотеке, вестибюле, а также в гардеробе должна составлять 18-24 градуса. В спортзале и мастерских 17-20 градусов. В игровых комнатах, медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортзала 20-22 градуса, в душевых 24-25 градусов. В санитарных узлах и комнатах личной гигиены 19-21 градус.
В октябре профсоюз образования решил, что пора проверить, как работают районные кураторы, узнать, с какими трудностями они сталкиваются. С деятельностью кураторов на местах ознакомилась Медина Дасиева, заместитель председателя Чеченского профсоюза образования. Наша съемочная группа также выехала в селение Мартанчу. Медина Дасиева провела беседу с местным куратором, проверила документацию, выслушала подробный отчет о работе. Проблемы, конечно же, есть, куда без них, но заместитель председателя призвала куратора быть более ответственным в исполнении возложенных на него обязанностей. Подшефных организаций, как часто вы бываете? У вас есть какие-то ресурсы, или вы выезжаете, или они приезжают к вам сюда, в организацию, на базе этой школы вы встречаетесь, или как у вас проходят встречи, как вы контролируете, как вы помогаете? Ну, в основном выезжаю я месяц, 1-2 раза, как минимум, я бываю в этих организациях. Всего сколько организаций? И 10 организаций. И некоторые приезжают сюда, вот, например, в Тагинской школе. Они находятся в очень стесненных условиях, элементарно нет оргтехники там. Приходится помогать тагинским. И, обращаются с разных школ, учителя приезжают. Насколько эффективно решается вопрос именно вот по уполномоченным в твоих первичных организациях, подшефных? Есть ли там проблемы? Если вот говорить на чистоту, да, то лучше говорить, конечно, как есть, да, потому что это проблема, мы вместе они ее все должны решить. На собрании выбрали, они всех распределили обязанности, все. Но все равно проблемы, конечно же, есть. Какие? Потому что эта работа, можно сказать, на общественное начало идет. Далее мы направились в город Урус-Мартан, в среднюю школу номер 6. Здесь также была проверена вся документация куратора. Он, в свою очередь, поделился проблемами, с которыми часто сталкивается. Медина Дасиева выслушала отчет и дала свои рекомендации по работе с документами и с представителями первичных организаций. Какая вам помощь нужна от Республиканского совета профсоюза именно в организационном плане или в методическом плане? Что вам нужно в помощи как куратору? В методическом плане оказать им любую помощь я в состоянии. А вот в организационном плане мне нужна помощь, чтобы с этими людьми, с этими организациями мне помогли, чтобы там был избран нормальный председатель профкома, и чтобы он собрал возле себя такой коллектив, чтобы он мог продолжить эту работу. Цель сейчас посещения кураторов состоит в том, чтобы оказать методическую помощь нашим кураторам. Всего институт кураторов составляет 56 человек. Они курируют подшефные организации, наиболее нуждающиеся в методической помощи. Мы выявляем те организации, со слов кураторов, которые нуждаются в реорганизации, то есть в переизбрании председателя профкома. Есть ли в организациях трудные вопросы, которые не может решить сам куратор? С 2015 года существует данный институт, и он эффективен в том, что это большое подспорье для представителя Республиканского совета профсоюза в районах. Здесь они помогают им вести протоколы, оформлять стенды, работать с уполномоченными по всем направлениям. Проверяют кураторы также на местах в подшефных организациях еще номенклатуру дел. После детального обсуждения гостья призвала куратора почаще бывать в подшефных первичках, чтобы быть в курсе их профсоюзной деятельности, если надо оказать помощь. Кураторы заверили Медину Дасиеву в том, что указанные в ходе встречи замечания будут ими учтены, а выявленные недостатки устранены. В Доме профсоюзов состоялось торжество, посвященное праздникам День воспитателя и День учителя, организованное Риссоветом профсоюза. Пусть осень на дворе уж целый месяц, сегодня вдруг повеяло весной. Цветы цветут сегодня в каждом сердце. Преподаватель, нынче праздник твой. Путь педагога – это не ошибка, ведь это не работа, а судьба. Сегодня вся любовь, все взгляды и улыбки. Сегодня все, что есть на свете, для тебя.
Открывая торжество и поздравляя воспитателей и учителей с их профессиональными праздниками, Хизир Магомедович отметил значимость выбранной ими профессии в деле воспитания и обучения подрастающего поколения. Вы поистине счастливые люди, потому что вам народ доверил свое самое сокровенное – учить и воспитывать детей, быть первооткрывателем духовно-нравственного становления будущего гражданина нашего общества, будущего поколения чеченской нации. Вы олицетворяете собой огромный источник, из которого наши дети черпают ум, разносторонние способности, личностные и творческие начала. Вы помогаете им стать образованными и физически развитыми людьми, формируете их мировоззрение. Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту, терпение и искреннюю любовь к нашим детям. Со своей стороны, Чеченская республиканская организация профсоюза и впредь будет делать все возможное, чтобы власть и общество обратили внимание на решение важных социальных проблем, чтобы ваш труд всегда оценивался по достоинству, подчеркнул он. Праздник обычно принято о каких-то проблемах не говорить. А профсоюз, знаете, по-другому не может. Он обязательно должен сказать о зарплате, о коммунальных услугах, о других проблемах, которые у нас действительно стоят. Есть, мы об этом с вами подробно говорили в конце августа месяца на нашем профсоюзном форуме. Если кто из вас присутствовал, может быть, вы и слышали из печати, мы там подробно говорили, и по итогам этого форума мы приняли обращение председателю правительства, изложив все основные проблемы, которые стоят сегодня перед работниками образования. Хизир Магомедович еще напомнил о том, с какими вопросами профсоюз образования вышел на правительство Чеченской Республики, как добивается решения социальных проблем учителя. В торжестве также принял участие председатель Комитета правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию Асламбек Джунаидов. Он поблагодарил за внимание профсоюза к работникам дошкольного образования. دالا و هک دالا حانل هک دالا بیش سهم عمو هش دالا بیش شقیقی ها شنو دیز المال ويتو وي عمل شهيدر يوش أتصل نيغلا أتصل ديك بو باش بيش تان بال أجي بيش بو أجي تان وي تفزر على إيرا عدان شرح وشيت الجودة نخشي شرو هي غرو ولا روسيا بيروميسلي لقى إشتلانا قبيس الإشتلاش بو روسيسكي بلانكوش إشت وسبيتاتش بو مستلاش بوش لقى ويكارت دين وعلم زحجة دين ساو أبرزوان يشتر بويو لقى زرقلاتي وبروس حقدلر لقى زرقلاتا وسبيتاتشنا لقى إشتلاشنا دالمات يدو شرح حلدا خوش حلوي خوش دو سودا خوش دو لقى ميلوقلر زرقلات متوردوش ملاتس دم دلاحة خ ديق رقدايت نخز غبش سدي ساحة نيت قوش بارمح خان راتا جوب فاتو دوتش كيبنرا شون جي مستنا وصلت وارتر شو بلخ حش قوش در شون باخ табағиты условия до стадалма кахиогерду. Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики Рамзан Шарипов также обозначил роль профсоюза в сфере образования нашей республики. Председатель Федерации профсоюзов Чеченской Республики Хусейн Салтагиреев поздравил всех участников встречи, пожелал им творческих успехов и, главное, терпения в их нелегкой работе. İşte film mega boş değil, işte çok engin oldu. Ale mokşal doluş, al soğudoluş, mokş dahil kılışo, şen düzle uvatsa boş. Şen değildi. Şaş ağamış doğru değildi. Ok nohçe holuqdu. Değildi. Dal değildi. В честь профессиональных праздников более 200 воспитателей и учителей были отмечены различными наградами. Старший воспитатель детского сада номер 4 Радуга, город Армун. Абдурахманова Фэри Исмаиловна, председатель первичной организации детский сад на население Алирона Жирюковского района. Курчуловецкого района. Председатель первичной организации школы Мамедовна, заведующий детским садом номер 19, Сказка, город Грозный. Тарамова Малина
Фарида Нерагиевна, учитель начальных классов школы номер 4, город Аргун. Торжество украсили выступления солистов Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова. Serce